Ну что, друзья, сегодня у нас 9 мая. Я всех приветствую в этот праздничный день. Сегодня со мной мои предки, мой дед и прадед, которые тоже были на войне. Мой прадед был призван в июле, сразу же в 41 году, Сычев Иван Тимофеевич, и пропал без вести в 43-м, к сожалению. А вот мой дедушка, Сычев Иван Иванович, он был призван в армию в конце войны и несколько лет прослужил где-то в Германии. Там тоже подробной информации, что-то было секретно, он был танкистом. Поэтому сегодня мы идем на площадь чтить их память и, конечно же, приобщиться к этому большому великому празднику. На самом деле, у меня 12-го предзащита, сейчас идет учеба полным ходом. Финальная предзащита диплома, еще много делать, я даже сомневался, идти, не идти. И снимать ли что-то, потому что я не знаю, смогу ли это все смонтировать, я просто могу физически не успеть. Ну, думаю, что что-то простенькое, какой-нибудь простенький сюжет для вас. Поздравления я сегодня, наверное, смогу осилить. Так что всех поздравляю с этим великим днем, Днем Победы. Идем на Бессмертный полк. В этом году я решил поучаствовать в шествии. Так что, ну, и что-то вам покажу. Всех с праздником, с великим Днем Победы. Всех наших предков, завоевавших эту победу, помним, чтим и никогда не забудем. Архив, мисочки якут. Течет река бессмертного полка по улицам, проспектам, по стране. Шагают в ряд с портретами в руках потомки победителей в войне. На старых фото вечно молодые, свою оставив вахту в небесах. Шагают предки с нами, как живые. Течет река бессмертного полка. 13-летним парнишкой. И вот такие тысячи, буквально, наверное, миллионы советских пацанов приближали победу, вкладывали свой маленький вклад в дело великой победы. Шагает в ряд и маршал, и солдат, из фотографий лица, как с иконы, не закрывая глаз, на нас глядят. Шагает с нами смертью смерть поправ, как в 41-м мир прикрыв собою. И наша жизнь не кончится пока течет река бессмертного полка. Течет река бессмертного полка. Да здравствует победа в Великой Отечественной войне! Ура! Победа – наша гордость и слава! Ура! Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились
превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому ли так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса? Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиной стаей я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились